Уловление солнца — удел изумленных, вечно юных, читающих буквы земли, вечно страждущих, неутоленных, сотворяющих каждый миг. Мы с Байтеном Александровичем прожили долгую жизнь совместную, 52 года. И все его спектакли проходили через мое сердце. Всегда старался ему помочь. Почти он меня всегда называл: «Ты моя секретарша». Так что вот очень интересную, конечно, прожили мы с ним жизнь. Детей воспитали. Конечно, мне тяжело говорить, потому что я его почти каждый день вижу во сне до сих пор, хотя уже год проходит, уже время очень быстро проходит. Я даже не думаю, что он еще, даже не верится, что вот он умер. Мне кажется, что он откроет книги и скажет: «Роза, давай посмотрим вот эти карточки». Нас окружают его друзья, не забывают, звонят. Кундакбаев, который учился с ним вместе, теперь доктор наук. Мы семьями дружили с ними. Тогда в Алма-Ате проходили фестивали «Театральная весна». В нем принимали участие все театральные коллективы республики. И вот в 1958 году Семипалатинский театр драмы привез спектакль по пьесе Абдильды Тажибаева «Майра». Успех был полный. Зрители буквально ломились в двери. С этого дня поклонники театра узнали имя Байтена Омарова. Однажды Серке Кожамкулов, живая легенда казахского театра, сказал в запале: «Сейчас кому ни лень идут в режиссеры. Творят, что хотят, и мнят из себя гениев. А вот мне лично больше по нраву Байтен Омаров, который пришел к нам недавно. Скромный с виду и в то же время умеет донести свое, не унижая тебя. Весь на виду. Вот бы у него поучились некоторые». Такая похвала актера – большая редкость. Ведь чаще всего кто виноват во всем? Режиссер. Я хочу сказать о преподавательском таланте Байтена Омарова. Ставится спектакль «Старшая сестра» по моей пьесе. Наступил самый ответственный момент. И я вдруг оказался свидетелем нелегкого разговора режиссера с актрисой Раушан Наурызбаевой. Она иногда опаздывала на репетиции, были срывы. И вот в сердцах Омаров говорит ей: «Раушан, вы талантливая актриса. Обижать талант неблагородно. Горячего коня пришпоришь, он и вовсе скакать не будет». Раушан, расплакавшись, ответила ему: «Беке, вы редкой души человек. Никогда не ругаете нас, не таите зла, и этим своим отношением покоряете всех. Простите меня». 1972 года работал в Игорском театре. И что характерно, первой его постановкой в этом театре была музыкальная драма Гайрипсана. Там была музыка. Дапенг удивительно оказался музыкальным человеком. Удивительно чувствующий эту музыку. И когда состоялась премьера этого спектакля, именно музыка вышла на первый план в этом спектакле. Это нас очень обрадовало.
музыканта помогает Байтену Омарову в постановке опер «Жумбак кыз» и «Ахан сері» на музыку Садыка Мухамеджанова в Казахском театре оперы и балета. К сожалению, в архиве республиканского телевидения не сохранилось ни одного кадра телеверсий спектаклей, поставленных Омаровым практически на всех сценах Казахстана. Эти любительские кадры – скупое свидетельство зрительского признания. Большой этапной работой в творческих поисках Байтен-ага стала постановка пьесы Калихана Искакова «Утреннее эхо». Мне впервые доверили тогда большую роль Бахтыгула. В роли Жараспая Асаналиага. Мы играли, состязаясь друг с другом. А Байтен-ага, оказывается, именно этого и добивался, при этом ни слова не сказав нам. Мы-то об этом только потом узнали. Для него главное, что ты сам хочешь сказать этой ролью. Как понимаешь эту пьесу, идею автора? Актер для него тонкий инструмент, которым он дорожит. Хватит, хватит. А это уже роль в кино. Ваши усилия не будут напрасными. Видимо, моя внешность подходит ко многим нациям. Я играл китайского генерала. Чукчу в «Белом шамане». Японского главнокомандующего. Снимался в узбекском фильме. На таджик-фильме играл афганца. Идет война в Афганистане. Съемки проходят в горах. На обед в Чайхану спускаемся в тех же костюмах. И дети бегут за мной, кричат: «Афганец! Афганец идет!» Это духовно обогатило меня. Каждый режиссер порождает новые образы, представления. С другой стороны, когда работаешь в театре, ты уже знаешь, каково быть в шкуре актера. Обещаю не трогать того, кто поможет этому человеку. Кто? Я, Кудре. Дело не только в восточной типажности Байтена Омарова. Характерно другое. Он всегда играет сильных личностей. Люди хотят властвовать. Каждый? Каждый. И ты? Когда я хотел, я властвовал. А теперь? А теперь я старик. И близкая смерть властвует надо мной. Где же твои табуны, Ахан? Мне ничего не нужно уже. Я их раздал. А где же твои люди, Ахан? Исчезли вместе с моим добром. А начинал он с роли знатока коней Куренбая в фильме Булата Мансурова «Кулагер». Это была моя первая работа в кино. Кино хорошо тем, что ты получаешь возможность близко познакомиться и поработать со многими людьми искусства. Когда смотришь этот фильм, комок к горлу подступает. Все уже ушли в мир иной.
Эту картину снимали в Казахстане, и жара была 45 градусов. Весь день на съемочной площадке. Там уже воду цистернами выпивали люди, значит. Он все-таки уже в возрасте. Вот. И он своим примером, таким подтянутостью, сдержанностью, скромностью, заражал всех вот молодых и всех. И даже я иногда смотрел на него, думаю, ну если Байтен такой стоит, не сгибается, значит мне тем более нельзя сгибаться. Тут я на Мосфильме озвучивал эту картину «Тризна», где он сыграл одну из главных ролей знатока коней. Климов обратился ко мне, чтобы найти на роль Бадмаева интересного человека. Я говорю, ну посмотри, вот у меня есть артист. Я ему показал одну часть, он пришел в восторг. Говорит, о, говорит, это, говорит, я точно попадание в десятку. То есть по внешнему облику. А потом он уже, когда с ним подружился, Петренко с ним подружились, все они были просто в восторге от него, как от человека, как личности очень незаурядной. С выдохом втягиваем стенку живота, затем делаем вдох при расслабленной диафрагме через нос. Дышать, господа, дышать. Дыхание. Дыхание. Это единственный человек, которого боялся Распутин. Все боялись Распутина, а единственный Бадмаев, кого боялся Распутин. Вот настолько он умен, хитер был этот Бадмаев. Ошибиться в выборе вот, исполнителя этой роли было невозможно, потому что дело не в том, что играть там, он сыграет или не сыграет. Натура такая должна была быть мощная. Это знак, Бадьма. Барановичи. А? Там же весь немец собрался. Всех и порушим. А коли он нас? Значит, так тому и быть. Папу под нож. Кровушка, чтоб была. Через край, чтоб. А папу и то кровавым кличут. А папа и я, орел и решка, на одной медяшке отчеканенной. Папа твой пусть табак курит. Шапка не по сеньке. Царевича на трон. Царицу регенши. А дальше ты знаешь. А, твой пар, моя машина. Мой. Твоя. Главное, конечно, то, что он вот нес в себе. Он нес какую-то вот эту тайну восточного человека. 12 лет он отдал своей жизни, последних лет. Это в колледже. И там его ученицы, которые тоже в самодеятельности, кстати, пришли и выучились там. Байтен аға 2003 жылы сол курс бітірерде Майса мен енді жасым болса кек қалды. В 2003 году Байтен ага сказал мне: «Майса, мы в основном обучаем студентов теории, но надо же заниматься и практически. Вот я и подумал, нам в колледже просто необходим свой учебный театр». И благодаря Байтен ага мы создали такой театр.